Каждый год проходит в преддверии священного месяца Рамадан Умма-форум. Ее проводит Амина Шабанова. Она бизнес-леди. У нее бизнес в сфере одежды, женской одежды. А также у них поселок мусульманский будет скоро. Он уже есть. Они продают землю. Это в Подмосковье. Вот очень интересная выставка. И самое интересное, то, что я сегодня встретила там своего преподавателя из КХТ, Риман Фатыхов. Давайте приветствуем. Вот это мой преподаватель. Я закончила студентка КХТИ, Казанского химико-технологического университета, а это мой вот преподаватель, и мы писали диплом вместе, да? Да. Так что я была очень рада его увидеть и прям сразу попросила его также сегодня прийти к нам в штаб, рассказала о нашей деятельности, поделилась. Она сказала то, что у нас сегодня вот такой вечер, пригласила. Очень рада, то, что вы согласились, пришли к нам, познакомились. Вот все студенты Москвы у нас сегодня здесь. Также сегодня в гостях Калинченко Андрей Борисович, исполнительный директор бизнес-академии, вместе с Риманом Фатыховым. И он стратегический маркетолог, разработчик брендов Петрушкин двор, Мегастрой и Ирбис в Казани. Слышали? Да. Вот, пожалуйста, такой человек перед вами стоит. Хочу передать ему слово. Он сегодня хотел вам тоже рассказать о своем пути становления и поделиться интересными знаниями. Также потом и Риман расскажет о себе. Спасибо. Спасибо. Много чего хочется мне рассказать. Люди не умеют получать удовольствие от своего бизнеса. Они страдают, они мучаются, и они ненавидят свой бизнес. И это очень грустно наблюдать. И первое, что бы я хотел вам пожелать, ни в коем случае не занимайтесь делом, которое вам не нравится, даже если это будет выгодно. Я по себе это знаю. У меня в институте был преподаватель научного коммунизма, который говорил, что не надо ждать удовольствия от работы. На работе вам платят зарплату. Какое вам еще удовольствие? Деньги вам заплатили, а ты что еще хочешь? Нет. Ты должен делать то, что тебе поручили, куда тебя послали, туда надо идти. Вот. И работать. Не за страх, а за совесть. И мы не знали, что ему возразить. Мы понимали, что он не прав, но у нас не было опыта. Сейчас бы я ему сказал, конечно, несколько ласковых слов, но я его вспоминал несколько раз, когда мне приходилось открывать бизнес, который мне не нравился. Просто потому, что он был выгодный. Ну, к примеру, у меня в 2010 году были ломбарды. Ну, это вот был кризис, если кто помнит, очень серьезный довольно-таки в стране. Останавливались предприятия, людей сокращали, увольняли. Ипотека вся стояла, недвижимость стояла. У меня был рекламный бизнес, он стоял, никто не заказывал рекламу. Вот. И чтобы не потерять оставшиеся деньги, надо было куда-то срочно вложить. А какой бизнес в кризис хорошо развивается? Ломбарды. Людям плохо, да, деньги нужны, они продают все, сдают там технику, золото, все подряд, все, что можно. В залог несут, чтобы как-то выжить. Потому что и кредиты у людей, ну, всякое бывает. Выгодно же? Выгодно. Ну и теоретически это как бы вот бизнес, который помогает людям. А практически я каждый день видел клиентов, у которых очень низкий психологический тон. Если кто-то знает, кто-то изучал шкалу тонов, в институте вам преподавали или нет, я не знаю. Человек находится на каком-то психологическом эмоциональном тоне. Кто-то находится в таком вот энтузиазме, это очень высокий тон, да? Кто-то находится в тоне злости, да? Скрытой враждебности, кто-то грустит вечно, у кого-то вообще горе, да? Апатия и вообще там уже почти смерть. Это вот шкала тонов, в которой мы иногда бываем. В зависимости от ситуации. Есть постоянное какое-то среднее вот состояние у человека в зависимости от характера, да? А есть вот временные. Вот что-то случилось, человек загрустил, упал по тону. Да, его развеселили, успокоили, он вроде опять вот выпрямился.
Так вот, в бизнесе, который работает вот с несчастьем, с горем, со смертью, с болезнью, естественно, постоянно очень низкий тон. Согласны? Ну, я бы, например, на кладбище не смог работать. Вот, для примера, да? А есть люди, которым пофиг. Деньги не пахнут, да? Что, платят же хорошо, почему бы не это самое? И я не мог смотреть на клиентов, которые со слезами отдают последнее. Это были не бомжи, не алкаши, которым мне надо что выпить. Нет. Иногда приходили приличные женщины, которые надо там семью кормить, например, да, детей. Или кредит заплатить. Не продавайте мое колечко, это бабушкино, я его выкуплю. Проходит месяц-другой, она его не выкупает, я его продаю. Ну, у меня же не благотворительная организация, правильно? Как-то я отдал деньги, и что мне дальше делать? Я продаю это колечко, чтобы вернуть как-то это свои деньги. Она приходит, плачет, зачем вы продали. Короче, вот такая чехарда каждый день. И я сам начал болеть. Потому что психосоматика, вы знаете, что это такое, да? Вот. Это ужасное состояние. Я мучился, я открыл еще 2 ломбарда за это время. У меня всего было 3. И я ненавидел этот бизнес. Я там редко появлялся. И в конце концов один из ломбардов у меня сгорел. Его подожгли. Как вы думаете, что я испытал? Облегчение. Правильно. Я так кайфанул, вы не представляете. Все сгорели деньги, около 1,5 миллиона. Залоги там пожарники разворовали, там в сейфе лежало золото какое-то. Но мне было это настолько все равно. Я как будто освободился из тюрьмы, понимаете? Поэтому мое вам напутствие, если вот можно так сказать, да, никогда не занимайтесь нелюбимым делом. Как бы жизнь ни была трудна, сложна, не изменяйте самому себе, своей натуре. Да, кто-то может идти в милиции работать, ему это нравится. А кому-то это вот страшное дело. Кто-то может пойти контролером в трамвае, а кто-то никогда в жизни этого не будет делать. Да? Каждому свое. Не бывает плохих, хороших профессий, бывает отношения, воспитание разное, да? Образование, привычки, характер. Нельзя наступать на горло своему характеру ни в коем случае, иначе вы будете несчастливы и будете делать несчастными ваших окружающих. Понимаете, да, о чем я говорю? Так вот, мы часто встречаемся с людьми, которые испытывают трудности в жизни и в бизнесе, и помогаем им. Наша миссия какая? Очень простая. В России практически отсутствует бизнес-образование. Это нужно признать. У нас нет Гарвардского университета или еще какого-то. Ну, вы знаете, у нас учат бухгалтерии, у нас учат экономике, у нас где-то, может быть, даже учат менеджменту и, может быть, даже где-то маркетингу. Но, во-первых, эти науки очень сильно и очень часто оторваны от реальной жизни, а во-вторых, они не преподаются в комплексе. Вы понимаете, что когда вы открываете предприятие, у вас перед вами много задач совершенно разных. Вам нужно людей нанимать, да, для того, чтобы они у вас работали. С этими людьми нужно договариваться. И очень часто этого делать не умеют. Вам нужно какую-то идею родить. Эту идею воплотить в какой-то бизнес-план. Под этот бизнес-план вам нужно деньги достать. Нужно рассчитать эти все расходы так, чтобы не потратить эти деньги в ближайшие месяцы и не остаться у разбитого корыта. И так далее, и так далее, и так далее. Снимать офис, договариваться с поставщиками. Чаще всего произносится слово «договариваться». То есть бизнесмен-предприниматель – это человек, вокруг которого все начинает крутиться. Он является такой как бы воронкой, центром этой воронки, в которой все засасывает. Он притягивает к себе идеи, людей, деньги, покупателей, клиентов, да, и заставляет их вокруг себя крутиться. Если он не умеет договариваться, он не бизнесмен. Какой бы он умный ни был, с 3 образованиями экономическими, это не бизнесмен. Поэтому мы часто видим, как бывшие троечники становятся бизнесменами и нанимают себе на работу отличников. Приходилось это видеть? Нет? Мне приходилось. Много раз. Кто такой отличник? Тот, который по инструкции все делает. Все правильно делает, Это не факт, да, что очень много знает.
Он умеет быть послушным. Он слушал бабушку, которая говорила «мой руки». Он слушал маму, которая говорила «учи уроки». Да? Он слушал папу, который говорил там «делай зарядку». Он слушал учителей и так далее, и так далее, и так далее. А вот когда он закончил школу, он часто, ну как сказать, находился в растерянности, потому что, а дальше кого слушаться-то? Что мне дальше делать? Самого себя. Он не умеет самого себя слушать. Ему нужен кто-то, кто скажет, что ему делать. Начальника. Несмотря на его золотую медаль. Поэтому он ищет себе начальника. Он не готов стать сам начальником, потому что начальник — это причина. Он готов стать следствием, подчиненным, под чином, под каким-то он быть должен. А сам стать таким чином он не всегда готов. Не хватает смелости мышления, не хватает свободы мышления и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому образование — это очень нужная вещь, но, через но. Оно должно быть прикладным, оно должно быть осознанным. Не получайте знания просто так. Обязательно думайте, а зачем мне это нужно, где я могу это применить. Это вторая моя к вам просьба, потому что можно, сейчас, слава богу, можно найти информацию, можно найти наставника, можно найти учителя, в конце концов, и обратиться в нашу бизнес-академию. Хотя мы со студентами не работаем, мы работаем с бизнесменами, но когда вы откроете свой бизнес, то добро пожаловать. Должна быть осознанность. Что обычно происходит, когда человек не получает удовольствия от бизнеса? Бизнес, как я уже вам рассказал, он закрывается, он схлопывается, он стагнирует, он исчезает. И человек опять идет работать по найму и вспоминает, что когда-то он был бизнесменом. И рассказывает даже какие-то байки, что он был очень успешным бизнесменом. Только непонятно, почему он сейчас закрылся. Да? Первое, что мы обнаруживаем, человек не умеет планировать. Вот мы сегодня разговаривали как раз на форуме об этом. Я спрашиваю бизнесмена, начался год, 24-й, сколько ты планируешь в этом году заработать? Пауза, потом он говорит, я буду стараться. Я, подожди, я не об этом. Сколько? Цифру назови. Ну, я буду стараться как можно больше заработать. Уж сколько заработаю, столько заработаю, там посмотрим. Я, подожди, у тебя нет планов, что ли? Ну, ты в прошлом году сколько заработал? Ты как бы отталкиваешься от этой цифры? Ну, там так себе, конечно, у нас получилось. Хотелось бы побольше. Я говорю, так ты хотел бы или планируешь? У тебя есть, вот вы понимаете разницу, да? Между хотелками, целями и планами, которые превращаются потом в конкретные действия. Человек не планирует, человек плывет по течению. Не он управляет бизнесом, а бизнес управляет им. Он идет на работу, он не знает, что он сегодня будет делать. Вернее как, он примерно представляет, что будут какие-нибудь проблемы, которые ему придется решить. Он не ведет бизнес за собой, он идет вслед за проблемой. Сейчас прибежит какой-нибудь подчиненный и скажет, что у нас там все пропало, какой-нибудь поставщик там подвел, или там клиент не платит деньги, вот я займусь решением этой проблемы. Он затыкает дыры, он тушит пожары, но он не планирует. Он что, раньше не умел этого делать никогда? Почему он сейчас не планирует? Выясняется, что раньше он планировал, что у него были планы, у него был бизнес-план на 3 года. А что случилось? Он просто этих планов что? Не достиг. А это очень неприятно. Он раньше получал какое-то вот удовольствие от бизнеса? Выясняется, что да, получал. А почему сейчас не получает? И мы начинаем разбираться, а что такое удовольствие от бизнеса? На этот вопрос, оказывается, тоже многие не могут ответить. Удовольствие от жизни, понятно. И многие, когда ушли из найма и перешли в бизнес, работают в бизнесе по привычке так же, как в найме. А в найме как? Пришел в 9 часов на работу, потрудился как следует, потерпел до 6. И потом отдыхаешь. Вот сейчас начинается жизнь. Вся жизнь начиналась после 6 вечера. А до 6 вечера это была каторга. Он страдал. Ну, бизнес же это сложно, это страдание, это преодоление. Да какого фига? Почему ты во время работы не получаешь удовольствия? В чем дело? Он привык, работая под чином,
подчиненным. Страдать и ждать окончания рабочего дня, страдать и ждать, когда будет аванс или зарплата. Так же он работает как бизнесмен. А это совсем другая психология, совсем другая роль. Понимаете, да, о чем я говорю? И когда вы будете переходить из статуса подчиненного сотрудника в статус бизнесмена, вы должны это четко понимать. У меня теперь совсем другая профессия. У меня совсем другие обязанности. Я обязан нанимать, обучать, вдохновлять и контролировать своих сотрудников. 4 вещи я должен делать. Еще раз. Нанимать, обучать, вдохновлять, контролировать. Если я эти 4 вещи хорошо делаю, я хороший бизнесмен. Потому что моя задача не самому сварочным аппаратом работать, а руководить человеком, который это делает лучше меня. Но я его должен принять на работу, я его должен обучить, желательно вот когда, что, чего, поставить перед ним планы, да, вот, и так далее. KPI какой-то, назначить ему зарплату. Потом я должен его вдохновить, сказать: давай, будет премия, а в конце года корпоратив, а потом мы переедем в новый офис, а потом я тебе подниму зарплату. Ну, какие-то ему стимулирующие вещи пообещать. Мотивировать и стимулировать. Но это разные вещи, вы согласны, да? Чем мотивация от стимулирования отличается? Мотивация впереди, стимулирование. Стимул как переводится? Это заточенная палка, которой тыкали быка в зад, чтобы он... Это заостренная палка, да, которой тыкают скот. Вот. То есть мы его стимулируем и мотивируем. Кнут и пряник. Кнут и пряник. Правильно? Это нужно как бы вот сочетать очень грамотно, это тоже тонкая вещь. И последнее нужно контролировать, потому что человек делает не то, что ему поручили, а то, что с него спрашивают. Если мы поручили, а результат не спросили, рано или поздно он перестает это делать. Понимаете? Так вот, возвращаемся обратно. Почему человек перестает планировать и не может ответить на вопрос, что он собирается делать в следующем месяце, сколько он собирается заработать и так далее, так далее. Потому что он не получает удовольствия от бизнеса, а бизнес приносит удовольствие чем? Удовольствие от бизнеса. Какая-то польза людям, удовлетворение. социальная польза. Деньги – это результат бизнеса. Достижение показателей ключевых. Правильно? Так по показателей прибыли тогда? Нет, не всегда. Не всегда. Вы запланировали привлечь еще 100 клиентов, и вы их привлекли. Вы достигли этой цели. Вы кайфуете? Да. Все, что я запланировал, сбылось. Я молодец, я достигатор. Вот я кто. Правильно? Мне нужно набрать еще 30 человек на работу, а их найти не так-то просто. Потому что они все где? На доставке, на самокатах катаются. Не хотят они работать с менеджерами. А мне их как-то надо набрать. И когда я это сделал, я получаю удовлетворение. Я получил контракт, на который раньше не рассчитывал. Сегодня мы катались на новом автомобиле, еще без номеров, да? Человек нас катал один, да, дагестанец, который получил контракт на десятки миллиардов рублей на поставку металла. Он счастлив. Он счастлив, потому что он даже об этом в свое время и не мечтал. Он чувствует себя суперменом. И дело не в деньгах, он еще их не заработал, потому что этот контракт еще надо будет отрабатывать много-много лет. И это очень тяжелая работа, и мы его сейчас обучаем, и его сотрудников. Понимаете? А что бывает, когда человек не достигает? Он получает разочарование и перестает планировать. Понимаете, да? Почему человек перестает мечтать и планировать, сколько он там заработает и что он дальше? Потому что он не верит, что его планы сбудутся. Он один раз, извиняюсь, обосрался, второй раз не смог. Он сам в себя не верит, он смотрит по сторонам, его жена не уважает. Его сотрудники там косятся, на него плюют, потому что он не выполняет обещания, которые он им давал. Ему стыдно, он перестает сам в себя верить, и он перестает планировать. Он перестает надеяться. Вместо того, чтобы что сделать? Перезагрузить.
Вдохновиться. Вместо того, чтобы научиться достигать поставленных целей. Ну, раз ты этого не умеешь, так научись. Реально. Просто иди учиться в ту же самую бизнес-академию. У нас даже есть курс, который так называется «Как достигать поставленных целей». Я записываюсь. Нет, серьезно. И учиться нужно. И вот мы как раз восполняем недостаток профессионального бизнес-образования в нашей стране. Бизнесмену негде взять информацию по управлению бизнесом. Ну, неоткуда. Он роется в книгах американских, как правило, потому что наши книги выходят редко, и они написаны каким-то непонятным языком, там много воды. У американцев очень емкий, короткий язык. Мне нравятся выражения, которыми американцы доносят нужную мысль. Ну, например, курс по продажам. Я читаю курс по продажам, переводной, и там американцы пишут: продавец, то есть менеджер по продажам, должен быть проактивным и наглым. Он не должен стесняться, потому что, а дальше идет гениальная фраза, потому что у стеснительного продавца худые дети. Как вам нравится такое выражение? Круто? Да. Замотивирован. И худая жена, и он сам худой. У стеснительного продавца худые дети. Ну, блин, вот круче не скажешь. И таких вот выражений у них очень много. И вот предприниматели ищут вот эту информацию, они собирают ее по крупицам, но собранная в разных местах информация очень плохо складывается в единую систему. Очень важно систематизировать полученные знания, чтобы у вас предприятие работало как единый механизм. Понимаете? И вот этим мы как раз и занимаемся. Понимаете, о чем речь идет? Позиционирование, внимание, это то, чем мы отличаемся от конкурентов принципиально. Вот это позиционирование. Вы сможете написать, описать, как-то объяснить, чем вы отличаетесь от другого человека? Конечно. Да. Может посидеть, подумать. Я мальчик, ты девочка. Отличаемся? УТП готово. Отличаемся. Я старше, ты младше. Отличаемся? Отличаемся. Если начать перечислять, это можно делать до бесконечности. Оказывается, мы очень сильно друг от друга отличаемся. Очень сильно. Масса вещей нас отличает. Почему мы не можем это делать в бизнесе? Вопрос. Это нужно делать. Почему? Объясню. Я проводил исследование. Человек, который покупает диван в магазине, сначала обойдет в среднем около 8 магазинов, прежде чем примет решение о покупке. А продавец магазина об этом не знает, что он, оказывается, был уже в других магазинах, и там уже посмотрел фурнитуру, там, каркасы, там, все вот эти вот материалы, механизмы раскладывания, цены, он все знает. Он провел целое маркетинговое исследование. Здесь, получается, нужно задать определенные триггеры и интересы клиента, на которые он обращает внимание. Если ты не проводишь маркетинговое исследование, чтобы выяснить, чем ты от конкурентов отличаешься, то это за тебя сделают твои покупатели. И не факт, что они сделают выбор в твою пользу. Ты должен лучше них знать, чем ты отличаешься. В лучшую сторону, естественно. И вот так возник бренд АЗС Ирбис. Компания работала по франшизе Лукойл и зарабатывала довольно, ну, как сказать, небольшие деньги, потому что франшиза требует больших отчислений. Ну, все знают, что такое роялти, да? Вот. В конце концов, мы пришли к тому, что надо свой бренд. А свой бренд — это страшно ведь, потому что никто же не знает тебя. Вот ты вышел на рынке, никому неизвестный такой. Как ты будешь конкурировать с Татнефтью, с Лукойлом, с Татнефтепродуктом там, и так далее, с Роснефтью, которые все на слуху, у которых сотни заправок, сотни. Лукойл в то время, это был 13-й год, открывал по 400 заправок в год по всей стране. 400 заправок, у них был план, представляете? И у нас было на тот момент 10 заправок. 10. Каких? Они были пока никакие. Они были пока никакие. Пока мы не придумали то самое позиционирование. А у них не тарифа же, да, вроде? А? Ну, тарифовская нефть или как? Нет. Нет?
Лукойловская, серьезно? Мы продавали Лукойл, и сейчас башкирское еще. Башнефть. Да, Башнефть. Вот, топливо. Потому что Лукойл далеко стал возить из Красноярска. Ребят, дело не в бензине. Точнее, как, в 2013 году было очень много контрафактов, было, на трассе продавалось очень много плохого качества бензина, вплоть до того, что у некоторых даже двигатели там портились и так далее, и так далее. Воду заливать. И на каждой заправке на трассе было написано: у нас качественное топливо. Вопрос: а как вы докажете, что топливо качественное? Пока не попробуете. Какие у вас есть предложения, предположения на эту тему? Вот вам первый кейс. Я вам открою секрет, да, ребят, если вы не понимаете, о чем я говорю. Вы не покупаете бензин, вы покупаете возможность ездить. Вот вы что покупаете. Вы как будто платите налог для того, что вам разрешили. А что вам там залили? Может, вам электричеством заправили? Какая вам разница? Сейчас электромобили есть. Вы видели электричество, как выглядит? Вот я лично Электричество это товар? Да. Нет, это возможность ездить. Какое-то количество километров. Вот и все. Следующий вопрос. Это добровольная покупка? Конечно. Вынужденная. Сфигали. Хочу, не хочу, а заправляйся, иначе машина твоя остановится. Разматываем дальше. Какие эмоции вы испытываете, когда покупаете бензин? Положительные или отрицательные? Смотря на какой машине едешь. Счастье и грусть одновременно. Я опрашивал людей, ребята. Это вынужденная покупка, которая не доставляет радости. Это не джинсы купить, не ботинки, которые можно померить, поторговаться, сходить в другой магазин. Так у нас же конкуренты есть. Мы можем отказаться от одного. Как ты откажешься, бензин кончился? Ну, Ты уже ехать не можешь. Тебе, хочешь не хочешь, надо заправиться. Тебе надо ехать на работу, там, я не знаю, в аэропорт. Так вот, АЗС Ирбис, бренд Ирбиса создан таким образом, чтобы замаскировать неприятные впечатления от покупки бензина и завернуть это в несколько слоев положительных эмоций. Что вы видите, когда приезжаете на заправку Ирбис? Первое. Вы видите клумбы с цветами. Зачем они там нужны? А кто-то еще сажает цветочки на заправке? Никто. Что вы дальше видите? Вы видите автоматические двери, которые открываются. Нафига они там нужны? Вы знаете, сколько они стоят? А вы знаете, что они зимой замерзают? А вы знаете, что их надо подогревать специально, чтобы они на морозе не замерзли? А нафига это вообще надо? Это что, не супермаркет же, да? В супермаркете там понятно, там с тележками люди выходят, и поэтому двери открываются автоматически. А на АЗС зачем? Ответ – это эмоции. Эмоции. Тот дальнобойщик, которого, не считают за человека, он начинает чувствовать себя человеком. Перед ним двери открываются, играет приятная музыка, и девушки улыбаются. И горит свет, и приятно пахнет кофе, и тебе подают хот-доги. А рассказать вам, что такое хот-доги? Дешевая сосиска. А я бьюсь об заклад с любым из вас, что вы не знаете, что такое хот-доги. Спорим? Вот я знаю, какие... Спорим, что вы не знаете, что такое хот-доги. Это сосиска в натуральной оболочке, которая лопается при раскусывании с определенным звуком. Вы никогда не обращали на это внимания, но вы в следующий раз обратите. Когда вы кусаете эту сосиску, у вас в голове лопается шарик. Эндорфин выделяется. А вы прокусываете эту оболочку, она лопается. Она туго натянутая. Там специально кишка такая натуральная. Это только немецкие сосиски так могут лопаться. Наши так не умеют. Про Ирбис вы имеете? Это я про Ирбис рассказываю. Слушайте дальше. Это еще не все. А дальше сосиска посыпана специальными луковыми такими чипсами, такой крошкой. Они практически безвкусные. Для чего они нужны? Они хрустят. И когда вы делаете тынь, а потом потом тынь, опять у вас в голове все хрустит и лопается. У вас салют в голове. Дальше. Все это поливается 3 видами соуса. Сладкий, горький, там горчичный и так далее, так далее.
В результате у вас во рту горячая сосиска, сверху лежат ледяные маринованные огурчики, ледяные, которые тоже хрустят, но сочетание горячей сосиски и ледяного огурчика вызывает бурное отделение слюны. И когда вот вы все это вместе, все, что я перечислил, засовываете себе в рот, посторонний человек не замечает. А у вас в голове салют происходит праздничный. Тынь-тынь, и слюна. Вот что такое хот-дог. Понимаете меня, нет? Едем в Ирбис. Я вам продал только что эмоцию. Простую, дешевую, доступную эмоцию. Поняли меня? Да. Когда человек не может определить качество топлива или вообще качество любого товара, который он еще не купил, он его оценивает по качеству других услуг и товаров, которые дополнительно оказываются. Сейчас объясню. Вместе с хот-догом человеку продают еще кофе. 100% арабика, которая закупается в Швеции в компании Löfbergs. Шикарная 100% арабика, очень вкусная. И когда человек пьет кофе, он может понять, что кофе хороший? Да. Когда он кушает этот хот-дог, он может понять, что он вкусный и хороший? Да. А дальше ему говоришь, а почему вы у нас заправляетесь? Он говорит, у вас топливо хорошее. Подожди, как ты понял, что топливо хорошее? И дальше он говорит, ну я захожу, тут музыка играет, двери раздвигаются, свет горит, музыка играет, девчонки приветливые, кофе вкусный. Значит, и топливо тоже хорошее. И это работает в любом бизнесе, в любом, не только в продаже топлива. Вы будете оказывать разные услуги, ну, например, будете строить дома. Человек вам заказывает дом, которого еще нет. Как вы докажете ему, что вы построите ему качественный дом? Красивый сад во дворе. Красивая продавщица. Да, вы будете очень хорошо с ним разговаривать. Вы нальете ему кофе, вы приведете его в красивый офис. Вы будете дико вежливы. Вы сделаете его довольным еще до того, как он заплатил деньги. Понимаете, нет? Даже такси бесплатно от дома до офиса раньше. Да. И тогда он перенесет качество вашей работы на качество дома, который вы ему еще не построили. Поймите меня. Вот что такое маркетинг, да? Как нужно относиться к своему делу, во-первых, с любовью, раз, да, я об этом говорил. Во-вторых, с уважением к клиентам и к своим сотрудникам, это два. Которым будет в кайф работать в этом бизнесе. На любой должности, неважно на какой он будет, понимаете, да? Я желаю вам удачи от всей души.